Валентина Валерьевна, доброе утро. Ага. Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует Республиканский институт развития образования. Сегодня третий день проведения очень важной стратегической конференции «Образование 21 века. Преобразование, инновации и развитие». И очень значимо, что на завершающем этапе мы проводим стратегическую сессию «Национальная система профессионального роста педагогических работников Республики Коми». Сегодня в рамках данной сессии мы постараемся вместе с вами определить стратегические направления развития единой системы научно-методического сопровождения каждого педагогического работника. Именно такая цель сегодня поставлена на уровне Министерства просвещения Российской Федерации. Я хочу напомнить, что мы работаем в рамках научно-практической конференции. Поэтому все наши площадки, они не случайно отобраны с точки зрения именно и работы с экспертами, и работы с практиками. Очень важно, что мы начинаем работу с круглого стола, сопровождение оценки качества образования ресурсами разноуровневой методической службы. А значит, в рамках круглого стола мы действительно должны с вами выстроить дискуссионное поле. Каким образом сформировать именно единое пространство? В дальнейшем мы будем уже работать в рамках нашей конференции и представлять на практической сессии опыт работы методического сопровождения педагогов в условии целевой модели наставничества. И мы очень рады, что вместе с нами будет работать профессиональная команда муниципального образования городского округа Ухта. Значимый опыт и действительно единство, которое сегодня определяется единством именно не только идей, а единством результатов, оно сегодня будет продемонстрировано. И далее, уважаемые коллеги, мы вам предлагаем принять участие уже в информационной сессии, но которая носит стратегический характер. Мы готовы сегодня вам представить проект, который имеет уже результаты. Личный кабинет педагога. Действительно, сегодня на уровне Российской Федерации обозначено, что на уровне каждого субъекта должна быть выстроена индивидуальное сопровождение каждого педагогического работника. Конечно, очень много, уважаемые коллеги, есть подходов к индивидуальным траекториям. Мы сегодня с вами будем рассматривать подходы с точки зрения, конечно же, цифровой трансформации и с точки зрения содержательных линий, которые сегодня важны для представления результатов деятельности на уровне организации, на уровне муниципалитета, на уровне республики каждого педагога. Вот такой у нас подход концептуальный. Мы попробовали именно через такую профессиональную модель поработать вместе с вами и действительно не только обсудить подходы, но и продемонстрировать результативность деятельности и образовательных организаций, и наших муниципальных органов управления образованием, и, конечно, очень важные решения, которые нам необходимо принять на уровне республики для того, чтобы мы действительно с вами были педагогами, руководителями, которые познают, развиваются и демонстрируют результат. Я хотела бы поблагодарить, уважаемые коллеги, всех, кто сегодня принимает участие в нашей сессии. Сейчас ведется онлайн-трансляция, и в дальнейшем в режиме офлайн, коллеги, вы можете использовать данные материалы, обсуждать с педагогическим сообществом, конечно, то содержание, которое вы считаете важным. Я хочу напомнить, что мы планируем уже сегодня рассмотреть проект резолюции нашей конференции. И каждая площадка, уважаемые коллеги, я думаю, что будет заявлять те
результаты и те задачи, которые должны войти в проект резолюции для представления уже на уровне Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Мы сегодня работаем в течение всего дня. Это будет очень насыщенный профессиональный день, будет, конечно, обмен мнениями, профессиональный диалог. И, конечно, очень важно, уважаемые коллеги, что вы в формате нашего чата можете и вопросы задавать, и, может быть, какую-то проблематику обозначать для того, чтобы мы скорректировали содержание той или иной площадки. Вот такова наша профессиональная модель. Сегодня первую часть мы ведем вместе с Анжеликой Васильевной Волковой, которая сегодня является региональным координатором деятельности всех республиканских методических объединений. И мы приняли решение, что именно с такого выступления, которое посвящено роли республиканских методобъединений, мы начнем профессиональный диалог вместе с вами. Итак, первая наша площадка – это круглый стол. Данный круглый стол имеет свою специфику. Мы представим ту модель, которая сегодня на уровне Республики Коми уже рассматривается как модель, которая дает положительную динамику с точки зрения профессионального развития и эффективности деятельности педагогов. Далее мы рассмотрим опыт другого субъекта Российской Федерации, Кировской области. И, конечно, нам очень важно, уважаемые коллеги, что вместе с нами будет работать сегодня Управление образованием Республики Коми, а именно Управление образованием нескольких муниципальных образований. Их опыт очень значим, но так или иначе в своих выступлениях, коллеги, мы сегодня в таком свободном диалоге будем представлять информацию. Но я хочу напомнить, что до 27 ноября мы принимаем публикации. Это очень важно, что ваши статьи, они войдут в сборник по результатам проведения нашей конференции. Итак, публикацию от каждого из вас в сборник конференции нам необходимо действительно иметь как результат нашего с вами профессионального общения. Итак, сейчас свободный диалог, а уже в публикации у нас, конечно, будут и научные обоснования, научные подходы, которые позволят нам сформировать научно-методическую модель работы с педагогическим сообществом. Итак, уважаемые коллеги, мы начинаем. Я хочу внимание обратить, что, конечно, в Республике Коми сегодня осознание, что национальная цель, которая обозначена президентом Российской Федерации 21 июля 2020 года, что необходимо создать возможности для самореализации развития талантов каждого гражданина Российской Федерации, она напрямую связана с профессиональным развитием педагогов. Сегодня мы понимаем, что эта национальная цель, обозначенная уже до 2030 года, уже имеет продолжение именно в изменениях национальной системы профессионального роста педагогических работников. Что же лежит в центре нашего внимания? Это создание условий для самореализации, а значит и для профессионального развития. Конечно, мы понимаем, что в рамках федеральных проектов «Учитель будущего» и «Современная школа», которые объединяются с 1 января 2021 года в единый проект, уже представлены два основных результата. Первый результат – что в течение последующих 2 лет в Российской Федерации, а также в каждом субъекте Российской Федерации должна быть создана единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогов и обеспечены возможности для повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников. Именно данные результаты, они, конечно же, напрямую коррелируются с важнейшей целью, которая была обозначена еще 3 года назад. Это вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Таким образом, мы понимаем, что идеология федерального проекта «Современная школа»
теперь рассматривается именно с точки зрения формирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников. Таким образом, сегодня на уровне каждого субъекта Российской Федерации и на уровне нашего субъекта формируется, и мы хотим уже представить данный документ в виде концепции на уровне региона, которая определяет, что сегодня идет модернизация существующих форм профессионального развития педагогов, педагогического сообщества с точки зрения инфраструктуры, форм научного и методического сопровождения в целях развития кадрового потенциала. И я хочу обратить внимание, что на уровне Российской Федерации уже произошли такие грандиозные изменения. Итак, на уровне Российской Федерации с сентября этого года федеральный координатор системы сопровождения педагогических работников уже обозначен. Это Академия Министерства просвещения. На уровне каждого субъекта Российской Федерации Институты развития образования включаются в данную инфраструктурную модель как основные, а может быть еще пока и потенциальные координаторы данной системы. И когда мы были включены летом этого года в обсуждение данной модели, мы направили наше предложение, которое сегодня уже было включено в общую концепцию, что в данной инфраструктурной модели должны важную роль занимать региональные, а в нашем случае республиканские учебно-методические объединения, которые сегодня в нашей республике должны, и я думаю, в дальнейшем будут осуществлять роль именно научно-методических организаторов, именно тех изменений, которые должны быть понятны и должны быть осознаны каждым педагогическим работником. То есть в определенной степени республиканский метод объединения – это трансляторы и государственной политики, и с другой стороны это те координаторы, которые являются проводниками очень важных методических, научных смыслов по организации работы каждого педагогического работника. Именно такая позиция, уважаемые коллеги, сегодня заявлена в концепции, представленной на уровне Российской Федерации. И мы видим, что в этой концепции уже определены ключевые направления, а именно создание единого федерального реестра образовательных программ повышения квалификации, переход к повышению квалификации управленческих команд образовательных организаций. То есть не повышение квалификации педагога по тому или иному предмету, и с точки зрения именно этого процесса позиция отрабатывается таким образом, что команда работает именно в процессе повышения квалификации и предметных компетенций, и методических, и коммуникативных, и психолого-педагогических, именно идет повышение квалификации команды, где ведущую роль сейчас занимает руководитель образовательной организации. Очень важная модель – это, конечно же, модель, которая сегодня связана с цифровой трансформацией. Сегодня на уровне Российской Федерации и уже в наших субъектах, и в нашей республике тоже внедряются инновационные технологии, которые включены в реализацию дополнительных профессиональных программ. Сегодня в рамках профессионального развития педагога должно быть осмысление, что инфраструктурная система повышения квалификации, она должна включать в себя наличие современных симуляционных центров, виртуальных лабораторий, в которых работают педагоги. Именно такая система сегодня отработана в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. И наша республика входит в данную систему уже в следующем году. И в нашей республике будет создан такой современный инновационный центр повышения профессионального мастерства. В то же время сегодня на уровне Российской Федерации, и я буду в дальнейшем говорить, что у нас в республике уже имеется как результат, должна быть создана сеть региональных стажировочных площадок, на которых работают лидеры профессионального сообщества. А значит, конечно же,
представители республиканских методобъединений и муниципальных методобъединений, именно как лидеры профессионального сообщества. Очень важно, что обеспечение возможности повышения уровня профессионального мастерства сегодня достигается в том числе за счет внедрения целевой модели наставничества. И в нашей республике нам это очень важно. Она внедрена уже в этом году. Мы активно работаем по модели «Учитель-учитель». Особое внимание уделяется повышению уровня профессионального мастерства в формате с учетом технологий современных непрерывного образования. Мы на пленарной части, коллеги, обсуждали вопрос, связанный с тем, что сегодня, конечно, меняется сознание педагога. Мы говорим о гражданинах Российской Федерации, которым сегодня предоставлена возможность для самореализации. Напомню, что это национальная цель. И вот посредством именно данной цели сегодня для граждан любых профессий и, конечно же, для педагогов должны быть созданы условия для непрерывного образования. Повышение квалификации сегодня рассматривается только как одна из форм непрерывного образования. А мы напоминаем, что наша модель – это форма формального образования, повышения квалификации, неформального образования – это постоянно непрерывная возможность принимать участие в практикоориентированных на основе профессиональных дефицитов и потребностей педагогов семинарах и вебинарах, линейка которых сегодня должна быть представлена уже в ходе нашей с вами работы. Очень важно, конечно же, что в рамках федеральной модели, и сразу мы делаем реверанс именно в контексте этого направления нашей республики, что сегодня большое внимание уделяется молодым педагогам. Я обращаю внимание, действительно, комментарии, которые обозначены на уровне Министерства просвещения Российской Федерации, что мы должны выстроить систему сопровождения педагогов в возрасте до 35 лет. То есть сегодня особое внимание уделяется молодым педагогам в первые 3 года. Да, это поле профессионального внимания, когда уже прошел процесс адаптации, а далее до 35 лет вот именно процесс роста профессионального мастерства сегодня находится в центре профессионального внимания на уровне нашей иерархической модели управления системой образования. Уровень образовательной организации, муниципалитет, республика. Итак, уважаемые коллеги, национальная система профессионального роста педагогических работников сегодня действительно объединила и национальную систему учительского роста, и национальную систему профессионального роста. Именно этот документ сегодня позволяет нам понять, что система государственных и общественных институтов обеспечивает и карьерный рост наших педагогов, и профессиональный рост. Поэтому профессиональное образование и профессиональное развитие, оно выстраивается на основе постоянного анализа потребностей и дефицитов педагогов. И вот эти дискурсы, профессиональные потребности и профессиональные дефициты, они в поле нашего внимания. Конечно, когда мы говорим о профессиональных дефицитах, мы понимаем, что диагностические процедуры на уровне Российской Федерации, на уровне Республики Коми, на уровне муниципалитетов, они уже являются естественным процессом для обозначения индивидуальных траекторий для педагогов. Теперь нам надо поставить цель. Надо работать еще и с потребностями наших педагогов. А это уже более тонкая материя, уважаемые коллеги. Таким образом, уважаемые коллеги, национальная система профессионального роста педагогических работников, она сегодня для нас обозначена через и республиканскую программу управления качеством образования. Действительно, сегодня в данной программе обозначено, что в эту программу не случайно включены такие аспекты нашей национальной системы. Как я уже сказала, это создание единой системы, но это формирование в рамках аттестации педработников и руководителей единых подходов оценки профессиональных компетенций. И в рамках последней нашей площадки мы об этом с вами будем говорить. Конечно же, это принятие мер
Это важная задача по профессиональной ориентации наших школьников именно на психолого-педагогические специальности. Ранняя профориентация, работа над воспроизводством кадров в системе образования – это цель, которая сегодня ставится и не только на уровне Российской Федерации, но, конечно, на уровне нашей республики. Поэтому, когда мы говорим о единой системе, мы должны начинать действительно с профессиональной ориентации. И именно педагог, который прошел этот весь путь, начиная с 6 класса по 11 класс, и он уже включен был в эту систему модернизации, в систему изменения образования, он, конечно, более будет успешен и эффективен с точки зрения процесса адаптации. Хотим внимание обратить, что региональные системы мониторинга потребностей в настоящее время разрабатываются. И у нас будет несколько выступлений. Я очень рада, что там будет работать наше муниципальное образование, и Усинск, и Ухта, и Воркута, и Печора, которые как раз будут говорить, каким образом на уровне муниципалитетов отработаны данные системы мониторинга потребностей. Итак, уважаемые коллеги, сегодня для нас учитель в центре внимания. Да, действительно, меняется система аттестации, мы ее ожидаем уже в ближайший год-два. И, внимание, хотим обратить, что сегодня уже в проекте обозначается еще одна позиция, которая важна для рассмотрения – учитель-наставник. И вот именно на второй нашей сессии мы будем говорить о наставничестве как о очень важном процессе и даже как о модели профессионального развития педагогов. Таким образом, уважаемые коллеги, с точки зрения профессионального роста, именно участие в деятельности ассоциаций, метод объединений сегодня рассматривается как основа для нашего взаимодействия. Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Это наш проект, который мы уже представили на уровне Российской Федерации. И действительно, мы сегодня заявляем о том, что именно в этом центре мы предполагаем, будут консолидироваться все ресурсы, которые связаны с изменением подхода к профессиональному развитию. Готовы мы ли к этому? Конечно, готовы. И в данном случае сырая образовательная среда дополнительного профессионального образования сегодня позволяет нам понять, что мы сегодня включены в единую систему повышения квалификации. Это установка сегодня Министерства просвещения Российской Федерации. А значит, мы понимаем, что модель входная диагностика, процесс обучения, итоговая аттестация – это та модель, которая сегодня включена во все программы профессионального развития и повышения квалификации с точки зрения именно инструментов работы с педагогом. Конечно, традиционно мы говорим о посткурсовом сопровождении. Термин уже устарел, потому что сегодня мы в системе профессионального развития посредством, конечно же, модели наставничества. Именно эта модель сегодня с нами будет и обсуждаться. Итак, уважаемые коллеги, мы видим, и эта презентация будет в доступе, мы видим особенности данного портала. Он сегодня в нашей республике тоже уже развертывается именно как система повышения квалификации, но мы бы хотели внимание обратить, что 3 профессиональных позиции для нас очень важны. Сегодня должна быть единая точка входа всех педагогических работников, должна быть сформирована на уровне республики тоже, это сейчас формируется, аналитика, статистика, отчетность по повышению квалификации именно как по системе, на основе которой принимаются обоснованные управленческие решения на уровне образовательной организации, на уровне каждого муниципального образования. Таким образом, сегодня мы говорим о том, что повышение квалификации является и на уровне государственной задачи, такая поставлена перед нами цель, она является и будет являться основной формой, обоснованной формой работы с каждым педагогом. Итак, точка входа и на выходе правильное решение на уровне системы управления.
Итак, в Республике Коми сегодня работает эффективная команда. Мы определяем таким образом, что действительно модель, которая постепенно уже в настоящее время сформирована, она включает в себя, конечно же, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми как инициатор всех изменений и как орган исполвласти, который отвечает за результат. Институт развития образования как научно-методический координатор различных проектов в системе образования. Республиканские методические объединения, и здесь мы, конечно, особое внимание уделяем роли каждого муниципального образования, той команды, которая сформирована на уровне муниципального образования. И вот эта модель, республиканская команда и муниципальная команда, они идентичны с точки зрения профессиональных смыслов. Именно об этом коллеги сегодня будут говорить. Итак, региональная программа по совершенствованию и развитию системы оценки качества образования, она определила уже как обоснование ее появления, что в Республике Коми в течение 3 лет уже созданы и функционирует 26 республиканских методических объединений. Сегодня в объединение включены около 4000 педагогов по различным предметам, также педагогов-психологов, логопедов и руководителей образовательных организаций. Действительно, это система, которая должна постоянно развиваться. И именно в региональной программе мы обращаем внимание на очень значимое понимание управленческого цикла, который мы представляем. Обозначены методологические основы этого цикла, управленческого цикла. От целей мы идем к выработке показателей и методов сбора информации для того, чтобы каждый процесс в системе профессионального развития мы промониторили, подготовили адресные рекомендации на основе анализа, приняли управленческие решения и проанализировали через определенное время эффективность принятых мер. А значит, мы говорим о постоянном совершенствовании данной системы. Я хочу напомнить, управленцы знают, это, конечно же, цикл Деминга-Шухерта, цикл непрерывного совершенствования. И значит, в системе образования именно этот цикл сегодня лежит в основе структуры каждой программы. Итак, профессиональное развитие педагогов, они, конечно же, сегодня в центре нашего внимания, а мы хотим внимание уделить роли республиканских методических объединений именно в достижении ожидаемых результатов. Итак, уважаемые коллеги, сегодня республиканские методические объединения приобретают новую профессиональную силу. Наши коллеги подключаются, если это лидеры профессионального сообщества, это уже не просто участники, это не просто слушатели семинаров, заседаний, это уже активные творцы, наставники и тьюторы. Разная есть тематика, и в нашей публикации мы это отразим. Но нам надо понимать, что представители РМО сегодня действительно должны иметь временную возможность свои профессиональные ресурсы использовать для развития системы образования. Не только для своего личного развития, нет. Мы говорим о другой роли, о профессиональной роли, их общественной роли. А значит, они сегодня, и у нас есть уже такие материалы, сегодня об этом будут коллеги говорить, они сегодня подключаются к разработке адресных рекомендаций для муниципальных образований. Они сегодня принимают участие в проекте поддержки школ с низкими образовательными результатами, как активные наставники, которые работают в школах лидеров. Они сегодня включены в систему по разработке новых форматов конкурсов профессионального мастерства и включаются не только как члены жюри, а как и экспертное сообщество по разработке и по инициированию новых подходов к проведению конкурсов профмастерства. И классный, и учитель года, и других конкурсов, которые сегодня в системе образования республики развиты. Конечно, нам очень важно, что в системе мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций республиканское методобъединение должно занять лидирующую роль, и в своих дальнейших докладах мы это сегодня отразим. Конечно, с точки зрения подпрограммы 2.3 системы мониторинга качества дополнительного профессионального образования сегодня уже республиканские РМО включаются в
в направлении по обновлению дополнительных профессиональных программ, включаются в процесс формирования новых платформ для обмена опыта лучшими педагогическими практиками. И сегодня мы понимаем, что наша площадка тоже одна из таких очных платформ, в рамках которой мы с вами понимаем значимость повышения качества образования путем формирования комплексной системы профессиональной помощи и поддержки каждого педагога. Конечно, программа 2.4 – это система методической работы, она связана с тем, что новые позиции для представителей республиканских методобъединений, которые мы надеемся в следующем году будут уже узаконены, это наставник и тьютер, они сегодня будут отрабатываться с точки зрения именно государственных регламентов. Я хочу внимание обратить, что в Ульяновской области сегодня уже эта система отработана, и она позиционируется на уровне Министерства просвещения Российской Федерации как система, которую надо транслировать и принимать на уровне других субъектов Российской Федерации. Учитель-наставник, который, конечно, имеет меньше нагрузки учебной, но который занимает новую, пока нам еще, может быть, неизвестную протокольную роль учитель-наставник, который имеет и должностные инструкции. Интересный опыт, коллеги, он уже был представлен на уровне Российской Федерации, поэтому будем его изучать. И, конечно, уважаемые коллеги, нам очень важно, что во всех наших планах мероприятий по реализации концепции преподавания учебных предметов и предметных областей в образовательных организациях республиканские методобъединения сегодня ведут за собой педагогическое сообщество с точки зрения реализации не только планов, но и реализации этих предметных концепций. Коллеги, еще раз хочу внимание обратить, что сегодня на федеральном уровне обозначены задачи формирования единого профессионального и методического пространства. А значит, в завершении своего выступления я еще раз хочу внимание обратить. Республиканские методические объединения сегодня – это наш основной профессиональный ресурс, который сформирован и который сегодня имеет несколько функций. Экспертную функцию, функцию разработческую и функцию аналитическую. Да, это новый функционал, но позиционирование методических объединений именно с точки зрения этих ресурсов – это очень важная задача, которая стоит перед нами, как перед научно-методическими сообществами. Мы хотим внимание обратить в завершении, что на уровне Российской Федерации в этом году была проведена оценка компетенций работников образовательных организаций с точки зрения практики использования данных результатов. Республика Коми занимает 10-е место. Это очень значимый результат. И действительно мы сегодня понимаем, что управленческий цикл, о котором я говорила, он сегодня позволит нам эффективно сработать по формированию и по успешной реализации важных республиканских программ и проектов, которые направлены на результат, на сформированную национальную систему профессионального роста педагогических работников. Уважаемые коллеги, спасибо большое за внимание. Вот таким образом мы хотели с вами начать круглый стол для того, чтобы обсудить и те задачи, которые стоят, и то, над чем надо поразмышлять, и какие новые подходы нам надо отработать. И я очень рада, что сегодня в продолжении уже моего выступления с нами будут работать уважаемые коллеги, эксперты из муниципальных образований нашей республики. Сейчас к нам должны присоединиться наши коллеги из Кировской области. Елена Васильевна Измайлова, проректор по научно-инновационной работе. Она продолжит наш круглый стол. Коллеги, это именно круглый стол. Поэтому спасибо за внимание. Если какие-то есть вопросы, предложения, можете в чате отмечать. А мы продолжаем. Елена Васильевна представит нам модель региональной методической службы в системе образования Кировской области. И мы вот таким образом выстроили доклад. То есть от обсуждения, которое я обозначила именно в центре своего выступления, мы перейдем именно к каким-то уже профессиональным позициям, которые могут заявить и заявляют наши коллеги. Елена Васильевна, вы с нами на связи?
Да, коллеги, добрый день. Добрый день, мы вам слово передаем. Вот видно ли меня? Почему-то у меня... Нет, не видно, к сожалению, нет. Мы сделаем так, мы сейчас попробуем отключить наше видео, может быть, вас будет видно. Попробуем так. Так, мы отключаемся, а вы включите. Так, коллеги, я не вижу и не слышу. Видно ли меня? Вас сейчас было видно, теперь нет, было и слышно очень хорошо. Может такой вариант? Так, давайте еще раз попробуем. Очень видно, прекрасно. Видно и слышно, да? Видно и слышно, работаем, пожалуйста. Хорошо, спасибо огромное. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо вам большое за приглашение принять участие в таком важном, значимом мероприятии, и тем более в регионе наших соседей. Мне бы хотелось сегодня представить информацию о деятельности региональной методической службы в системе образования Кировской области. Вот я сейчас слушала выступления и так сравнивала, скажем так, какие есть что-то общее, какие-то различия в организации нашей деятельности. И хотелось бы мне начать с того, что в 2007 году Кировская область была поделена на 7 образовательных округов, каждый из которых включает от 3 до 9 муниципалитетов. Отделы образовательных округов являются структурными подразделениями Министерства образования Кировской области. В 2017 году мы активно включились в федеральный проект создания эффективной модели управления образовательными организациями региона, который успешно сейчас реализуется. В рамках данного проекта часть образовательных организаций, школ были переведены с муниципального уровня на областной государственный уровень, на региональный. И учредителем этих образовательных организаций стало Министерство образования Кировской области, а не муниципалитет, как это было ранее. Одна из государственных школ, находящихся в муниципалитете, получила статус опорной школы для всех других школ муниципалитета. В сложившихся условиях особенно остро перед нами встала проблема создания единой системы методического сопровождения образовательных организаций региона, с учетом того, что подчиненность образовательных организаций стала разной. Мы понимали, что методическая служба региональной системы образования должна стать неким механизмом распространения передового педагогического опыта в образовательном округе, в муниципалитете, должна способствовать развитию инновационного и научно-методического потенциала областных государственных и муниципальных образовательных организаций, опорных школ, профильных ресурсных центров, должна содействовать индивидуальной траектории профессионального саморазвития каждого педагогического работника. Институтом развития образования Кировской области было проведено исследование условий функционирования региональной методической службы в каждом муниципалитете. Были выявлены недостатки в деятельности методической службы, и мы поделили на 3 группы все муниципалитеты. Первая группа – это муниципалитеты, в которых все школы стали областными государственными, то есть перешли на другой уровень подчиненности. Вторая группа, где остались школы и муниципальные, и также появились областные государственные. И третья группа, где все школы были муниципальными. Сейчас у нас уже таких муниципалитетов нет, потому что областные государственные школы появились в каждом муниципалитете. В каждой из этих групп мы учитывали наличие ставки методиста в опорной школе, а также наличие муниципальной методической службы в муниципалитете. То есть мы понимаем, что вот эта система перехода школ на областной уровень, она повлекла за собой следующий аспект, что методическая поддержка от муниципальных методических служб, ее не стало. Но зато появились ставки методистов в опорных школах. И вот как
помочь выстроить их взаимодействие тоже стало одной из наших основных задач. Целью создания единой региональной методической службы мы видели объединение и согласование задач и содержания методической деятельности образовательных организаций, а также ресурсов Института развития образования Кировской области, муниципальных методических служб, общественно-профессиональных объединений педагогов, решающих методические задачи на основе принципов интеграции, координации, инновации. Нам стало очевидным, что формирование модели единой региональной методической службы будет играть существенную роль в дальнейшей модернизации региональной системы образования. И единая региональная методическая служба призвана решать комплекс задач, которые вы можете видеть на слайде. Инновационный характер модели проявляется в том, что она должна быть стратегически ориентирована на развитие способности руководителей и педагогов к успешной адаптации в изменяющихся условиях профессиональной деятельности, к освоению инноваций в образовании, полноценной профессиональной и личностной самоорганизации, к саморазвитию, к самосовершенствованию, а также готовности образовательных организаций к освоению педагогических инноваций, разработке и освоению собственных педагогических инновационных идей, гибкости, восприимчивости к инновациям. Ну и как результат вот этой нашей деятельности, результат нашего исследования, распоряжением Министерства образования Кировской области в 2020 году было утверждено положение о создании единой региональной методической службы, а также дорожная карта по реализации ее деятельности. Модель единой региональной методической службы – это некая организационная структура в региональной системе образования, которая реализует функции методической поддержки образовательных организаций региона в целях обеспечения новых образовательных ресурсов, результатов на основе принципов системности, научности, вариативности, актуальности и новизны. Направления деятельности единой региональной методической службы представлены также на слайде. Итак, на следующем слайде вы видите модель нашей единой региональной методической службы, которая основывается на принципе интеграции деятельности методических служб всех уровней – регионального, окружного, муниципального и локального, то есть уровня образовательной организации, общественно-профессиональных объединений работников образования в достижении цели методической поддержки педагогических работников региона. Деятельность единой региональной методической службы направлена на повышение качества образования посредством создания единого научно-методического и информационного пространства, повышение эффективности деятельности методических служб всех уровней, общественно-профессиональных структур, ассоциаций, объединений педагогических работников, стимулирование инновационных подходов к организации методической работы на всех уровнях региональной системы образования. В модели мы представили уровни, далее организации, сотрудников, представляющих эти организации, профессиональные объединения педагогов, а также организации-партнеры нашей региональной методической службы. Система управление методической службой Кировской области включает 3 блока структур, представленных на всех уровнях системы образования. Первый блок – это структуры, непосредственно осуществляющие методическую работу на всех уровнях. Второй блок – это методисты, которые представляют данные структуры. И третий блок – это общественно-профессиональные объединения. То есть вот эти 3 блока, они взаимодействуют на основе принципа соподчинения по вертикали и принципа распределенной ответственности по горизонтали. Региональная методическая служба включает систему методических служб и методических подразделений. Я кратко их перечислю. Итак, на
региональном уровне это Институт развития образования Кировской области. Так, минуточку, вернусь назад. Институт развития образования Кировской области, который является центром координации деятельности единой службы. Далее сюда входят у нас, которые осуществляют научно-методическое сопровождение методических служб и общественно-профессиональных объединений, повышение квалификации педагогических и руководящих работников, а также специалистов муниципальных методических служб, методистов опорных школ и профильных ресурсных центров. Я поясню, коллеги, что такое у нас профильные ресурсные центры. Это областные государственные образовательные организации, у нас их 7, которые ориентированы на сопровождение определенной направленности. Это Кировский экономико-правовой лицей, физико-математический лицей, лицей естественных наук, Вятский технический лицей, это Кировский кадетский корпус, это Центр дистанционного образования детей. То есть вот эти образовательные организации, они у нас работают на все уровни образования, на все уровни региональной системы, методической системы образования. Далее, на муниципальном уровне мы переходим на окружной уровень, где у нас территориально расположены отделы образовательных округов Министерства образования Кировской области и сотрудники Института развития образования Кировской области, некоторые находятся территориально там. То есть мы их называем сетевые методисты. Они у нас находятся во всех 7 образовательных округах Кировской области и являются, ну, скажем так, создателями такой некой сети выстраивания взаимодействия муниципальных образовательных организаций и областных образовательных организаций. И нам, конечно же, работать легче, когда у нас люди находятся на местах, наши сотрудники института. Мы, согласно дорожной карте по организации деятельности единой региональной методслужбы, была создана рабочая группа по разработке нормативно-правовой документации. Разработаны, ну, скажем так, откорректированы положения об областном, окружном, районном, школьном методических объединениях, методические рекомендации по планированию деятельности и отчетности методических объединений, а также были разработаны должностные инструкции сетевых методистов наших в образовательных округах и методистов опорных школ, которые появились вот как раз с вступлением нас в проект регионализация, создание эффективной модели управления образовательными организациями. Состоялся ряд рабочих совещаний по организации деятельности службы, на которых обсуждалась роль Института развития образования Кировской области в координации деятельности единой региональной методслужбы, поднимались проблемы, возникающие в процессе взаимодействия звеньев региональной методслужбы. Был также представлен отчет деятельности окружных методических объединений. И представители образовательных округов поделились своим видением реализации деятельности единой региональной методслужбы, а также успешным опытом взаимодействия муниципальной службы и опорных школ. Было проведено анкетирование о дальнейшем развитии методической службы, в котором приняли участие специалисты из образовательных округов и муниципальных органов управления образования. И по результатам анкетирования большинство респондентов проголосовали за целесообразность создания областных методических объединений, у нас, к сожалению, их не было, и необходимости приведения к единообразию перечня областных, окружных и районных методических объединений. Коллеги, у нас наблюдалась такая разрозненность в деятельности округов образовательных, где количество окружных методических объединений было абсолютно разным. Где-то было 5, где-то было 20. И, естественно, вот изучив всю эту ситуацию, мы понимали, что очень сложно и планировать деятельность, взаимодействие выстраивать, потому что люди объединяются, ну, несколько по разным принципам. Поэтому
научно-методическое сопровождение этой деятельности, так как его осуществляет Институт развития образования. Вот было нами принято такое решение, перечень перед вами на слайде. У нас 10 теперь методических объединений всех уровней, и 11-е методическое объединение – это педагоги дополнительного образования. Они у нас под эгидой не института работают, но при сопровождении, конечно же, нашим, они работают на базе Дворца творчества «Мемориал». То есть там у них такое вот поле деятельности выстроилось. Что касается проведения и организации деятельности методических объединений всех уровней, то мы выстроили вот такую схему взаимодействия методических объединений педагогов. Итак, научно-методическое сопровождение осуществляет ИРО Кировской области. Деятельность областного методического объединения направлена на создание единой методической среды в Кировской области и координации деятельности метод объединений окружного, муниципального и школьного уровней по научно-методической и инновационной деятельности. В состав областных методических объединений входят, во-первых, это руководители окружных методических объединений, которые потом все идеи, все какие-то проблемы, новые начинания уносят на свой окружной уровень, на уровень окружных методических объединений. Далее, в состав областных метод объединений входят главные внештатные специалисты Министерства образования Кировской области. Это опытные педагоги, которые осуществляют, ну, скажем так, консультационную поддержку, работая в министерстве и помогая выстраивать тоже деятельность по предметам, по уровням образования и так далее. Сюда же входят преподаватели, методисты Института развития образования Кировской области, тоже по своим направлениям деятельности, а также педагоги образовательных организаций. Далее спускаемся на окружной уровень. Здесь обязательно в состав окружного метод объединения входят руководители районных метод объединений, тоже, о чем я говорила ранее, они всю вот эту работу, услышав на окружном уровне, уносят на районный уровень. Ну вот на слайде не буду всех перечислять, вы видите, кто занимается организацией и проведением вот, заседаний окружных, областных и районных методических объединений. По итогам работы методических объединений всех уровней будут выявлены наиболее актуальные вопросы методического сопровождения педагогов. Мы должны дойти до проблем каждого педагога, оказать адресную помощь любому учителю, возникшей у него проблеме. И мне бы хотелось подчеркнуть, что у нас создан ресурс на сайте ИРО Кировской области, консультационный пункт, где задействованы все сотрудники, которых вы сейчас видите на слайде. У каждого сотрудника есть свой кабинет, в котором он может проконсультировать любого учителя, любого уровня, разрешить любую проблему. То есть всем педагогам Кировской области, образовательных организаций Кировской области дан доступ в этот консультационный пункт, и достаточно успешно он начал у нас работать. Поступает много вопросов, мы эти вопросы с горячей линии переадресуем тому специалисту, который может на них ответить, и обязательно вот эти все проблемы, запросы обсуждаются на заседаниях методических объединений всех уровней. То есть мы стараемся оказать адресную помощь каждому педагогу. Ну и, конечно же, в заключение мне бы хотелось отметить, что эффективность деятельности единой региональной методической службы существенно зависит от степени ее наполнения актуальным содержанием, современными технологиями,
методами и формами открытого образования, основанными на интегративных идеях, которые обеспечивают профессиональный рост специалистов на разных этапах карьеры и развития образовательных систем. Конечно же, огромное внимание мы уделяем поддержке молодых педагогов и стараемся выстроить вот это взаимодействие именно для оказания адресной помощи. Коллеги, спасибо огромное. Елена Васильевна, благодарим вас за участие в круглом столе. Конечно, очень важен опыт Кировской области. Спасибо, что приняли наше приглашение. Мы очень надеемся, что будем обмениваться нашими практиками научно-методического сопровождения наших педагогов. Я понимаю, что мы с вами идеологически на одной позиции. Конечно, это очень здорово. Я надеюсь, что мы очно сможем с вами встретиться, потому что очная встреча, конечно, она важна для установления контактов. И передавайте слова благодарности и вашему руководителю, и вашему коллективу. Мы очень надеемся, что наши контакты станут основой для долгосрочного сотрудничества. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Коллеги, мы продолжаем круглый стол, и мы передаем слово Ирине Александровне Сатула, Управление образования муниципального района Печора. Уважаемые коллеги, вы с нами на связи. Угу. Добрый Ирина день. Александровна, подключайтесь к нам. Да, слышно ли? Да, добрый день. Итак, участники круглого стола, мы продолжаем обсуждение. Сегодня мы уже переходим к рассмотрению сопровождения оценки качества образования в образовательных организациях муниципального района Печора, ресурса методической службы. Пожалуйста, Ирина Александровна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы приветствуем вас на конференции и желаем всем плодотворной работы. Современная стратегия социокультурного развития системы российского образования требует создания условий, которые помогут человеку лучше понять самого себя, значение окружающей среды и найти свое место в окружающем мире. Общество предъявляет требования к формированию образа выпускника общеобразовательной школы, способного успешно адаптироваться в условиях конкуренции, мобильный, грамотный, со сформированной гражданской позицией, готовый к постоянному обновлению компетенций, то есть конкурентоспособный. Необходимость формирования такого человека, обеспечение его обучения, воспитания и развития требует от педагога определенного уровня квалификации, осознания им потребности в собственном непрерывном профессиональном образовании и саморазвитии. В стратегических документах, посвященных перспективам развития российского образования, одним из приоритетных направлений является создание прозрачной, объективной системы оценки его качества. Согласно проекту развития образования, важную роль начнет играть как внешняя, так и внутренняя система оценки качества, ориентированная не столько на регулирование процесса, сколько на новые результаты. Совершенно очевидно, что помимо внешней оценки необходимо апробировать и новые методы оценивания, которые будут отражать достижения и индивидуальное развитие учащегося, а также профессиональный рост педагогов. На сегодняшний день создана муниципальная система оценки качества образования, которая представляет собой целостную систему диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно-общественного управления школой. Управлением образования муниципального района Печора разработан ряд нормативных документов. Ежегодно утверждается дорожная карта по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, план-график муниципальной системы оценки качества образования муниципального района Печора. Вопросы качества образования входят в перечень критериев показателей оценки эффективности деятельности руководителей образовательных организаций муниципального района Печора. Разработаны муниципальные программы «Одаренные дети», программа сопровождения профессионального роста педагогов, «Эффективная школа». Проблема обеспечения, оценки и управления качеством образования не является новой. Однако введение в ГОС требует новых подходов к оценке качества. В связи с этим выделяются два ключевых вопроса. Что понимать под качеством образования в условиях введения в ГОС и что предполагает оценка качества образования. Целью создания МСОКа является совершенствование системы управления качеством образования в муниципальном районе Печора,
обеспечение участников образовательных отношений и общественности объективной и достоверной информацией о качестве образования, о состоянии системы образования на различных уровнях, о тенденциях ее развития. Задачи МСОКа вы можете видеть на слайде. Реализация МСОКа осуществляется посредством следующих процедур. Первое – это независимая оценка качества образования. Эти процедуры осуществляются в отношении деятельности образовательных организаций и включают оценку качества образовательной деятельности образовательных организаций и подготовки обучающихся, учитывая степень усвоения ими образовательной программы или ее частей. Они помогают выявить пробелы в знаниях, учебные предметы, по которым обучающиеся показывают низкие результаты, образовательные организации, имеющие признаки необъективности проверки. Следующее – это участие в проекте «Эффективная школа», которое направлено на выявление школ с низкими и высокими образовательными результатами. Образовательные организации муниципального района Печора участвуют в проекте с 2018 года. Более 17 педагогов школ, участников проекта, приняли участие в проводимых Республиканским институтом развития образования информационных мероприятиях, вебинарах, семинарах. Также руководители образовательных организаций обобщали опыт работы школ на августовских конференциях, совещаниях руководителей образовательных организаций, семинарах заместителей для директоров по учебно-воспитательной работе. В 2020 году разработана муниципальная программа повышения качества образования в общеобразовательных организациях муниципального района Печора на 2020-2021 годы. Данная программа должна обеспечить внедрение системы адресной методической, в том числе консультационной помощи школам, имеющим низкие результаты обучения. В качестве механизмов работы данной системы актуальной является организация подготовки наставников или консультантов из числа сотрудников муниципальной методической службы, а также стимулирование профессионального роста руководящих и педагогических работников школ, что приведет к развитию индивидуальных профессиональных качеств, накоплению профессионального опыта и непрерывному развитию и самосовершенствованию. В 2017 году в целях координации деятельности образовательных организаций муниципального района Печора по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей по приоритетному направлению интеллект разработана и утверждена программа «Одаренные дети». Программа направлена на решение задач, представленных на слайде. Опыт работы в направлении выявления одаренных детей всех школ интересен, но в одиночку распространять его сложно, поэтому именно сетевое взаимодействие образовательных организаций становится механизмом совершенствования работы с одаренными детьми. В первую очередь, это мероприятие, конечно же, направлено на повышение компетенции педагогов в работе с одаренными детьми, на оказание методической поддержки педагогам по разработке программ индивидуального сопровождения победителей и призеров предметных олимпиад. Также разработана система мероприятий, направленных на развитие одаренности учащихся. Деятельность программы реализуется по 3 направлениям. Организация проведения муниципальных интеллектуальных мероприятий, выявление одаренных учащихся через их участие в мероприятиях различного уровня и поддержка и поощрение одаренных учащихся через их участие в профильных сменах «Орленок», «Артек», образовательного центра «Сириус», программе «Каникулы с Лукойлом», участие младших школьников во всероссийской и республиканской новогодних елках. Проанализировав работу в рамках программы «Одаренные дети», можно говорить о высоких количественных и качественных показателях. Учащиеся наших школ являются победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Один учащийся стал призером всероссийского этапа. Учащиеся принимают участие в республиканских мероприятиях. Из них 144 человека стали победителями и призерами мероприятий республиканского уровня. На базе гимназии номер 1 работает региональная площадка многопредметной олимпиады «Турнир имени Ломоносова». Ежегодно до 250 учащихся проверяют в ней свои знания. В течение 3 лет гимназия номер 1 также является площадкой для проведения открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие». В 2018 году одна учащаяся 1 класса стала победителем всероссийского тура олимпиады, учащаяся 3 класса – призером 3 степени. Ежегодно одаренные учащиеся награждаются путевками в лагеря для одаренных детей.
100 одаренных учащихся ежегодно награждаются грантом главы муниципального района Печора по приоритетным направлениям. В течение 3 лет 26 учащихся стали лауреатами именной премии ООО «Лукойл Коми» в области технических наук. Следующее направление – это межсетевое сотрудничество с организациями. В 2020-2021 году учащиеся образовательных организаций муниципального района Печора принимают участие в профориентационном проекте для школьников «Билет в будущее». Этот проект реализуется по поручению президента Российской Федерации и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта образования и в рамках реализации концепции преподавания предметной области технология. Подготовка школьников к обоснованному выбору профессии является одной из важных задач школьного обучения и воспитания. Расширение первоначальных представлений школьников о мире профессий, предоставление им возможности примерить на себя различные профессии стало возможным благодаря сотрудничеству между образовательными организациями и государственным профессиональным образовательным учреждением Печорский промышленный экономический техникум. На базе техникума учащиеся 8-11 классов принимают участие в профориентационных мероприятиях по компетенциям медицинский и социальный уход и плотницкое дело. Для достижения нового уровня качества дошкольного образования, соответствующего требованиям в госдошкольного образования, детский сад номер 11 общеразвивающего вида города Печора в соответствии с приказом Федерального государственного бюджетного научного учреждения Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования является инновационной площадкой по теме «Модернизация образования» в дошкольной образовательной организации в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования на основе инновационной деятельности программы вдохновения. Педагоги детского сада принимают активное участие в онлайн-семинарах, курсах по реализации этой программы. Сопровождение инновационной деятельности образовательных организаций. На базе детских садов и школ реализуются муниципальные опорно-методические площадки, темы которых выбираются исходя из современных приоритетных направлений системы образования и для решения проблем и задач нашего муниципалитета. Темы представлены на экране. Это такие темы, как лего-конструирование, робототехника, финансовая грамотность, образовательная робототехника, преемственность между дошкольным и начальным общим образованием, формы и методы работы с детьми с ОВЗ. Проанализировав результаты деятельности отдела по информационно-методической работе за 3 года, мы пришли к выводу о необходимости перемен в решении основных проблем. Главной задачей мы видим поддержку формирования и развития кадрового потенциала. Среди педагогов была проведена диагностика затруднений, которая выявила ряд проблем. Для решения этих проблем был разработан план мероприятий по сопровождению молодых специалистов. Работа осуществлялась силами опытных учителей-предметников школ, заместителями директоров по учебно-воспитательной и воспитательной работе, методистами нашего отдела. В ходе работы решались следующие задачи: оказание методической помощи молодым специалистам в повышении общедидактического и методического уровня организации образовательной деятельности, создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности, развитие потребностей и мотивации в непрерывном самообразовании. За молодыми специалистами с целью оказания консультационной помощи закреплены педагоги-наставники. Анализ процесса сопровождения молодых специалистов показал, что проведенная работа позволила повысить результаты внешних мониторингов, обученность на 2,5%, качество обучения на 13%. Однако были выявлены и затруднения в организации этой работы. Недостаток квалифицированных кадров в отдельно взятых образовательных организациях. Здесь мы имеем в виду небольшие школы, в которых один учитель-предметник, который требует методической помощи. А также сопротивление участников образовательного процесса, то есть возникающие сложные межличностные отношения и конфликтные ситуации между наставниками и молодыми педагогами. Таким образом, возникла необходимость индивидуализации процесса профессионального становления всех педагогов вне зависимости от возраста и стажа работы. Поэтому для продолжения работы по профессиональному развитию педагогов была разработана муниципальная программа сопровождения профессионального роста педагогов. В соответствии с дорожной картой сопровождения
профессионального роста педагогов были проведены семинары и практикумы, профессиональные мотивы и потребности педагогов, технология мастер-класса, организация исследовательской деятельности учащихся, дифференцированный подход как средство обучения детей с проблемами и другие. Руководителем городского методического объединения педагогов-психологов разработан план коррекционно-развивающих занятий с педагогами и проведены тренинги. Метод арт-терапии в преодолении синдрома эмоционального выгорания, «Я успешный педагог», психологическое благополучие педагога, тренинг личностного роста. Также молодым педагогам была предоставлена возможность посетить и принять участие в анализе открытых уроков, мастер-классов в рамках проведения муниципальных конкурсов педагогического мастерства, а также самим принять участие в этих конкурсах. Одной из серьезных проблем современной школы является эмоциональное выгорание педагогов, которому подвержены чаще всего люди старше 45-50 лет. У людей заметно снижается энтузиазм в работе, пропадает блеск в глазах, нарастает негативизм и усталость. Была проведена диагностика уровня эмоционального выгорания. Эта диагностика позволила нам определить особенности развития этого симптома у наших педагогов. В преодолении выявленных проблем, опять же, психологами проведены тренинги. Метод арт-терапии в преодолении синдрома эмоционального выгорания, тренинг на снятие эмоционального напряжения и другие. С целью популяризации форм интеллектуального досуга, привлечения педагогов в движение интеллектуальных игр, развития умения сотрудничать и взаимодействовать с коллегами было организовано проведение игр «Что, где, когда» для разновозрастных команд учителей. В ходе реализации программы сопровождения профессионального роста педагогов были созданы условия для профессионального развития педагогов и проектирования образовательной среды, которая будет содействовать повышению качества образования в образовательных организациях муниципального района Печора. Также на достижение целей были направлены и традиционные мероприятия, система городских методических объединений, творческие группы педагогов по разным направлениям, проведение муниципальных творческих и педагогических конкурсов, система повышения квалификации, аттестация педагогических работников, индивидуальные консультации, семинары для разных категорий слушателей, мастер-классы и другое. Подводя общие итоги, можно сказать, что основные задачи по организации работы методической службы муниципального района Печора выполнены и привели к определенным результатам. По итогам 2019 года не выявлено признаков необъективности при проведении оценочных процедур. Результаты государственной итоговой аттестации относительно стабильны. Увеличилось количество педагогов, систематически повышающих уровень своей квалификации через постоянное самообразование. Увеличилось количество участников муниципальных конкурсов. Улучшились показатели эффективности руководителей образовательных организаций. Постепенно начинается переход от общей программы сопровождения профессионального роста педагогов к созданию индивидуальной траектории развития педагога. Продолжается работа по использованию дистанционных технологий педагогами образовательных организаций. Таким образом, мы рассмотрели систему методической работы, которая меняется, так как меняется главная ценностная ориентация образования – гарантировать учащемуся не только результат, выраженный в аттестате, но и личностный рост и успех в жизни. И в заключении своего выступления небольшая притча. Спросил как-то учитель своих учеников, почему бьется оконное стекло, когда в него бросают камень? Потому что камень тяжелый, потому что стекло хрупкое, потому что метнувшая камень рука была сильна и удар точный. Никто из вас троих не дал правильного ответа. Камень разбил окно, потому что оно было закрыто. В жизни каждого из нас есть шанс на успех, удачу, на счастливую жизнь. Но часто наше окно закрыто. Давайте научимся жить с открытыми сердцами, и ничто не разобьет их, проходя на вылет сквозь тонкую ткань души. Благодарю за внимание. Спасибо, Ирина Александровна. Мы очень рады, что вы стали участником круглого стола и с таким позитивным профессиональным настроем завершили столь значимое для нашей республики выступление. Уважаемые коллеги, я хочу прокомментировать, что не случайно мы предложили выступить Ирине Александровне. В этом году Российская Федерация проводила исследование и оценила муниципальное образование нашей республики
8 муниципальных образований, буду точна, каким образом выстроена система управления оценкой качества образования. Мы об этом более подробно будем говорить на республиканском совещании в декабре, но я могу озвучить. Именно муниципальное управление образованием Печора стало лидером в данной оценке. Самое большое количество баллов на уровне Российской Федерации именно вы, да, Ирина Александровна, ваша команда, да, именно вы продемонстрировали. Поэтому, уважаемые коллеги, конечно же, с точки зрения вот цикла, о котором я говорила, цикла управления системой, в центре которого система профессионального роста педагогического работника, конечно же, нам надо об этом не только задуматься, но и понимать, как это надо еще уметь продемонстрировать с точки зрения наличия документального подтверждения и наличия именно системы, которая можно представить на уровне муниципального образования Российской Федерации. И это очень важно. Поэтому действительно вот это открытое пространство нашей системы профессионального развития, оно очень хорошо сейчас и было представлено Ириной Александровной. Открытое пространство – это руководители, педагоги с открытыми сердцами. Спасибо, уважаемая Ирина Александровна. Спасибо. Итак, коллеги, мы продолжаем. Формат круглого стола, он позволяет вам задавать вопросы, но, к сожалению, у нас не так много времени, а хочется обсудить, порассуждать. Ну, это особенности онлайн-пространства, но мы будем учиться различным инструментам. Я напоминаю, что у нас есть система Padlet, которая позволяет вам обозначить свои позиции. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, у вас ссылочка есть. Выражайте свое мнение, обсуждайте. Это круглый стол. Поэтому действительно сегодня не экспертная сессия, а это те позиции, которые мы заявили, важны для Федерации и для Республики. Опыт субъектов важен с точки зрения механизма введения новой системы. И далее, конечно, опыт муниципалитета. И я с большим удовольствием предоставляю слово Ольге Александровне Деревягиной. Ольга Александровна, директор Воркутинского дома учителя. Мы проводили на уровне муниципальных образований различные профессиональные сессии. И, конечно, наш профессиональный партнер Воркутинский дом учителя сегодня на уровне мониторинга, который мы проводили на уровне Республики Коми, мониторинга успешности педагогов, успешности обучающихся и мониторинг, который был направлен на выявление лучших практик методических служб, конечно, сегодня Дом учителя является лидером. Уважаемые коллеги, Ольга Александровна, вы, наверное, с нами уже. Направили нам уже коллеги. Ольга Александровна, директор Воркутинского дома учителя. От имени педагогов Воркуты я приветствую вас и желаю успешной работы на конференции. Также я выражаю слова благодарности организаторам этого мероприятия за создание условий для профессионального диалога на актуальные для системы образования темы. Мое выступление сегодня посвящено вопросам функционирования Воркутинского дома учителя. В определенной мере оно будет созвучно представлению нашей работы на республиканском семинаре, который состоялся в июне 2020 года и был посвящен работе методической службы республики. Сегодня я акцентирую внимание на сетевой организации деятельности муниципальной методической службы и матричной, то есть проектной структуре управления ею. А также я представлю первые результаты деятельности в новом учебном году. Итак, начну с характеристики муниципальной методической службы. Ее структуру вы видите на слайде. Эта структура сложилась в течение многих лет, и мы оцениваем ее как оптимальную для решения текущих задач в муниципальной системе образования и для ликвидации возможных дефицитов, потому что она открыта к изменениям, она способна к саморазвитию, она динамична. Элементы муниципальной методической службы связаны между собой идеей коллективного участия, а сетевой принцип организации и единства подходов обеспечивает включение всех педагогов в методическую работу.
В системе муниципальной методической службы есть два уровня – школьный и городской. На уровне школ созданы и функционируют школьные методические объединения, временные творческие группы педагогов. На уровне муниципалитета функционируют городские методические объединения, временные творческие группы педагогов, инновационные площадки на базе школ и гимназий, школа молодого педагога, городской методический совет. Все элементы структуры, персональный состав и сроки функционирования утверждаются соответствующими приказами начальника управления образования. По окончании срока функционирования проводится анализ работы. Его обобщенные результаты отражаются в вестнике Дома учителя. В этом году мы составили вестник с номером 10. Он размещен на сайте Воркутинского Дома учителя. Отдел методического сопровождения общего и дополнительного образования Воркутинского Дома учителя обеспечивает координацию, информационное и методическое сопровождение деятельности структурных элементов на муниципальном уровне. Управление этими структурными элементами носит характер проектного управления. Объединяя педагогические ресурсы в рамках городских методических объединений, временных творческих групп, сетевых объединений учителей, мы реализуем текущие и стратегические задачи национального проекта образования. Такая структура управления позволяет системе транслировать новые идеи, адаптироваться к работе в условиях нестабильного развития и информационного бума. И главное, обеспечивает модернизацию системы. Каков же алгоритм управления таким проектом, как городские методические объединения? Освещение этого аспекта необходимо начать с единой методической темы, которая является вектором, направляющим деятельность структурных элементов методической муниципальной службы. В течение нескольких лет мы работаем над темой обновления содержания и технологий образования как фактор достижения новых образовательных результатов. Далее необходимо выработать общие цели в рамках темы, которые будут актуальны для системы в целом и для конкретных участников. В этих целях мы проводим форум педагогического актива «Надежной школе надежного учителя». В этом году он прошел в 4-й раз в онлайн-режиме, и работали мы с 17 по 24 сентября. Хочу подробнее остановиться на этом событии. Его участниками стали 463 педагога общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. Гостями 4-го форума стали студенты Воркутинского педагогического колледжа, которые работали на онлайн-площадке вместе с педагогами начальных классов. Будущих специалистов особенно заинтересовали вопросы цифровизации образовательного процесса и подготовки к внешним оценочным процедурам. Для проведения видеоконференций использовались сервисы Zoom и Mirapolis. Преимуществом дистанционной формы работы стала массовость участия, возможность подключения к работе педагогов территориально удаленных школ. Организационной основой площадок форума стали городские методические объединения. Всего работало 15 площадок. Работой площадок руководили модераторы, которые совместно с представителями актива провели большую теоретическую работу по изучению вопросов повестки дня и подготовили доклады. Всего в дни работы выступило 135 педагогов. Материалы их докладов, записи работы площадок размещены на сайте муниципального виртуального методического кабинета. Значимость форума определяется целью и задачами его работы, которые реализованы в вопросах повестки дня педагогов-предметников, педагогов сферы воспитания, педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов и социальных педагогов. Главный тезис, который объединил все повестки дня – привлечь внимание педагогической общественности к актуальным проблемам воспитания и обеспечения качества образования. Первый вопрос, который обсуждался на всех площадках форума, был связан с модернизацией воспитательной деятельности учителя и связан с поправками к закону об образовании, которые подписаны президентом Российской Федерации и вступили в силу с 1 сентября 2020 года. Второй вопрос о качестве образования. На форуме педагоги обсудили такие аспекты качества образования, как итоги единого государственного экзамена 2020 года, объективность оценки, обновление содержания образования, цифровизация образовательного процесса, непрерывное образование педагогов. Итогом работы площадок стали резолюции, которые обобщены в резолюции форума, утвержденной приказом начальника управления образования. Данная резолюция обсуждалась на онлайн-заседании городского методического совета и стала основой для создания плана реализации единой методической темы, планов работы городских методических объединений и планов методической работы образовательных организаций. Таким образом, форум – это площадка для определения целей, мобилизации усилий педагогов на решение важных государственных задач.
Он помогает сформировать общественное и профессиональное мнение, настроить муниципальную систему на современное развитие. Реализация национального проекта образования – это область проектного управления в масштабах государства. Каковы же первые итоги нашей работы по реализации проекта в новом учебном году? Освещая этот аспект, я остановлюсь на некоторых наиболее значимых мероприятиях в рамках региональных проектов. Региональный проект «Учитель будущего» включает 4 основных направления, реализация которых обеспечивается в том числе и работой над единой методической темой. Участие в профессиональных конкурсах для педагогических работников – важное направление реализации проекта. Команда школ города Воркуты в 2020 году стала победителем проекта «Эффективная школа в Республике Коми». 12 и 13 ноября в Москве состоялся всероссийский семинар по подведению итогов реализации мероприятий проекта. Опыт работы в проекте на муниципальном уровне был представлен 2 нашими коллегами. Мероприятия проекта – это сетевые занятия учащихся 9 и 11 классов, совместная работа педагогических коллективов по вопросам качества образования. В условиях пандемии все мероприятия проходят онлайн. В рамках проекта Коми Республиканский институт развития образования организовал обучение учителей истории, географии, математики, русского языка на курсах повышения квалификации. Вопросы менеджмента в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, руководители изучили на курсах в городе Санкт-Петербурге. Создание муниципальной программы поддержки школ, программ школ-участниц, программы школы-лидера, организация обучения педагогов осуществлялись при участии методистов Воркутинского дома учителя. На счету руководителей и педагогов победа в республиканском конкурсе «Лучший директор школы-2020», призерство в конкурсе «Учитель здоровья 2020 Республики Коми». Другое направление проекта по вовлечению молодых учителей в различные формы поддержки и сопровождения в первые 3 года реализуется в рамках нашего муниципального проекта «Школа молодого педагога». В текущем учебном году в школе 31 слушатель. Состоялось уже 2 занятия школы. В сложных эпидемиологических условиях занятия проходят онлайн. На занятиях были раскрыты вопросы нормативного регулирования деятельности педагога, вгозга базового документа, определяющего обязательные требования к образованию, цели и задачи приоритетного национального проекта образования, представлены стажировочные площадки на базе школ города, рассмотрены вопросы подготовки педагога к уроку, его профессионального имиджа, а также использования цифровых технологий и сервисов в работе. Завершались занятия психологическими тренингами. Педагоги школы – это известные в городе учителя и руководители образовательных организаций, победители профессиональных конкурсов, авторы успешных проектов. Так обеспечивается преемственность традиций и передача опыта в муниципальной системе образования. В рамках республиканских мероприятий молодые педагоги приняли участие в сессиях хакатона «Учитель будущего формируется сегодня», стали членами Ассоциации молодых педагогов. Непрерывное планомерное повышение квалификации педагогических работников обеспечивается по принципу корпоративного обучения, которое ориентировано на конечный результат, связанный с успешным решением актуальных профессиональных проблем. Промежуточные результаты 2020 года показали, что курсы повышения квалификации прошли в очной и заочной формах 270 педагогов, включая руководителей общеобразовательных организаций, и 59 педагогов организаций дополнительного образования, что составляет 48% от общего числа педагогических работников. Из них в дистанционной форме 188 педагогов, это 57%, в очной форме 141, это 43%. Установлены надежные партнерские отношения с 12 высшими образовательными учреждениями, реализующими программы дополнительного профессионального образования. Это Коми Республиканский институт повышения квалификации, это Сыктывкарский государственный университет имени Петерима Сорокина, это Коми Республиканская академия государственной службы управления, это Петербургская академия просвещения, а также организации дополнительного образования таких городов, как Новосибирск, Саратов, Смоленск и другие. Для организации дистанционного обучения педагоги также используют возможности платформы «Единый урок РФ», единая система электронного обучения Республики Коми. В настоящий момент педагоги проходят курсы в рамках адресной поддержки школ в достижении предметных результатов по учебным предметам, организованных в КРИРО. Таким образом, в новом учебном году мы продолжили информационное и методическое сопровождение деятельности по реализации направлений проекта «Учитель будущего».
В новых условиях, которые диктует пандемия, успешность учителя напрямую связана с его цифровыми компетенциями. Цифровая трансформация образования является целью проекта «Цифровая образовательная среда». На данный момент 11 образовательных организаций города стали участниками этого проекта. Мониторинг реализации целевой модели цифровой образовательной среды, который проведен специалистами Дома учителя в октябре 2020 года согласно приказу, показал, что есть проблема. И проблема эта связана с необходимостью усилить работу по организации обучения педагогов по направлению цифровая образовательная среда. Другой муниципальный мониторинг по использованию электронных образовательных ресурсов, также проведенный специалистами Дома учителя в начале ноября 2020 года, показал активность педагогов города по включению данных ресурсов в образовательный процесс. Круг платформ, используемых в городе, и снова поставил задачу организации цифрового обучения педагогов. Развитие цифровой образовательной среды дало нам возможность реализовать еще один муниципальный проект, который направлен на научно-методическую поддержку педагогов. Я говорю о муниципальном виртуальном методическом кабинете «Цифровая образовательная среда». В разделах кабинета систематизированы методические информационные материалы от авторов и разработчиков федерального, регионального и муниципального уровней. На данный момент в кабинете зарегистрировано 416 пользователей. Размещено более 400 методических материалов учителей 15 образовательных организаций города, а также десятки записей конференций, вебинаров, семинаров о развитии цифровой образовательной среды, которые подготовлены специалистами Ассоциации руководителей общего образования, Центра развития образования «Мегаталант», трансляции с площадок Московского международного салона образования, Всероссийской онлайн-конференции «Цифра. Инвестиции в будущее» и многое другое. Фонды виртуального кабинета постоянно пополняются. С 26 по 30 октября 2020 года в онлайн-режиме проведено 17 заседаний городских методических объединений, в которых приняли участие 309 человек, что составляет 49%. Педагоги обсудили вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации 2021 года, объективности оценивания учащихся, использования цифровых ресурсов и проектной технологии на уроках, подготовки к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников, преемственности образования на дошкольном и начальном школьном уровнях, подготовки к конкурсным мероприятиям и конференциям. В процессе работы возникла идея взаимодействия учителей начальных классов и воспитателей детских садов, учителей математики и физики. 27 ноября в режиме онлайн состоится круглый стол от детского сада к начальной школе «Основные задачи сотрудничества», на котором воспитатели и учителя начальных классов, психологи будут вести разговор о том, какими путями обеспечить преемственность между садом и школой и что значит готовность к школе. На данный момент в школах проходят совместные заседания школьных методических объединений учителей начальных классов, учителей математики и физики по вопросам преемственности математического образования. Методисты Дома учителя обеспечивают методическое сопровождение данных мероприятий. С 26 по 28 ноября в школах пройдет еще одно мероприятие «Единый методический день» на тему «Эффективные технологии интенсивного обучения» в очном и дистанционном режимах обучения. Методические материалы этого события также размещены на сайте виртуального методического кабинета. Еще расскажу о проекте «Успех каждого ребенка». Буквально несколько слов о первых итогах Всероссийской олимпиады школьников. Если говорить о школьном этапе, то его мы рассматриваем как массовый, и наша задача привлечь детей к учению. Поэтому педагоги максимально привлекают учащихся к этому этапу. Всего на школьном этапе, согласно АРИСМА, более 14 тысяч человек участий, а в списках муниципального этапа более 2000 участников. Олимпиада продолжается, несмотря на сложные санитарно-эпидемиологические условия и связанные с этим трудности. Я остановилась лишь на нескольких аспектах нашей деятельности. Сетевая организация в рамках проектного управления на данный момент является эффективным методом организации деятельности, особенно в условиях дефицита кадров. С этой целью мы реализуем такие управленческие проекты, как городские методические объединения, виртуальный муниципальный методический кабинет, школа молодого педагога. Вместе мы участвуем в реализации проектов, входящих в приоритетный проект образования. Мы радуемся достигнутым успехам и понимаем, что впереди большая работа. Надеюсь, что наш опыт был для вас интересным. Я желаю работникам методических служб всех уровней творческого вдохновения и понимания.
Ольга Александровна, благодарим вас, вы с нами на связи. Мы знаем, что вы сейчас в онлайн-режиме подключились к нам. И, конечно, ваше профессиональное внимание к республиканским мероприятиям очень значимо. Очень системный, профессионально выстроенный доклад, он позволяет еще раз оценить, что на уровне муниципальных образований сегодня сформирована система. Система профессионального роста педагогических работников. И действительно, именно решения, которые принимаются на уровне Воркутинского дома учителя, это решения, которые имеют стратегические цели и, конечно же, анализ достигаемых результатов. Коллеги, спасибо вам большое. Мы очень надеемся, что впоследствии мы о каждом вашем проекте еще узнаем намного больше, потому что раскрывать каждый проект необходимо и представлять ваш профессиональный опыт, а самое главное, именно представлять конструкторы данных управленческих решений. Система проектного управления именно требует позиционирования. Я думаю, что мы найдем возможность и рассмотрим еще вашу систему с этой точки зрения. Коллеги, большое спасибо. До новых встреч. Мы очень рады, что вы были с нами. Я напоминаю, что можно задавать вопросы, обмениваться мнениями. И, конечно же, очень важно, да, уважаемые коллеги, что мы продолжаем вместе с вами работать. И я хочу напомнить, что в течение 2 лет в нашей республике был реализован проект по созданию опорных школ. И нашими профессиональными партнерами в рамках данного проекта стал город Усинск, а именно управление образования муниципального района Усинск. Коллеги, в течение последних 2 лет мы вам признательны за столь системное решение, которое мы смогли потом позиционировать и на республиканском уровне. И сегодня вместе с нами Елена Владимировна Шарафетдинова, которая уже представляла нам многие решения, которые принимаются очень оперативно на уровне Усинска, а самое главное, что действительно мы понимаем, что сегодня в Усинске система профессионального роста каждого педагога, она выстроена. И мы попросили коллег детализировать свое выступление, именно рассмотрев дистанционные технологии в системе методической работы. Хочу сказать, что в Усинске одно из важных управленческих решений – это именно инновационные вызовы. И вот таким вызовом сегодня является, конечно, наша ситуация, в которой мы сегодня продолжаем работать. И я очень рада, что сегодня Елена Владимировна будет как раз говорить уже о решениях управленческих, которые имеют результаты. Елена Владимировна, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Я надеюсь, меня слышно. Очень хорошо слышно, видно, презентация. Да, вам слово. Мы приветствуем вас из нашего далекого северного города Усинска. Мы приветствуем всех участников сегодняшней встречи и хотели бы буквально в нескольких словах рассказать об небольшом опыте использования дистанционных технологий в системе методической работы. Согласитесь, что цифровые технологии несут в себе мощнейший потенциал для развития современного общества. А для повышения качества образования становится еще и эффективным инструментом общения, обучения и развития. Эпидемия коронавируса вызвала необходимость, начиная с марта текущего года, пересмотра форматов образовательной деятельности и методической работы в целом. Методистам, так же как и педагогам, необходимо было переориентироваться и буквально в кратчайшие сроки развить цифровые навыки, попробовав различные цифровые решения и технологии для более эффективной работы как с педагогами, так и с обучающимися. Оперативные, слаженные действия методистов нашего отдела, программистов управления образования, педагогов образовательных организаций позволили не отменить запланированные мероприятия, а перевести их в иной уровень и проводить их на ином формате, в ином формате, дистанционном. Информационное взаимодействие с педагогами в условиях дистанционного формата работы
в том числе заседания муниципального методического совета, заседания опорно-методических площадок, индивидуальные методические консультации организованы различными способами. Это и через почтовые серверы, с помощью видеозвонков, общение в скайпе, социальных сетях и мессенджерах. Методистами и педагогами подготовлены видеоматериалы и организованы онлайн-занятия. Ежегодный муниципальный педагогический совет, проводимый в августе, также был проведен нами дистанционно. Активно включились в работу с использованием дистанционных технологий воспитатели усинских детских садов, педагоги-психологи, учителя-логопеды. И при этом они проводили не только занятия с детьми, но и записывали, и транслировали в сети интернет мастер-классы, которые были мастер-классы для педагогов, видеоролики с занятиями по различным образовательным областям. Безусловно, подобные трансляции помогли в организации обучающих и игровых занятий с дошкольниками, что позволило несколько снизить нагрузку и на родителей в условиях самоизоляции в апреле-мае текущего года. В условиях ограничительных мероприятий, несколько перескакивают очень быстро слайды, в условиях ограничительных мероприятий педагоги продолжают активно представлять свой опыт работы. Например, опыт школы по дистанционному обучению был представлен школой номер 3 на вебинаре, организованном КРИРО. Эффективные решения по поддержке детей раннего и дошкольного возраста и их семей в условиях домашней изоляции были представлены воспитателями детских садов на онлайн-семинаре КРИРО «Мы вместе. Детский сад онлайн». Педагоги удовлетворены тем, что во время ограничительных мероприятий сохранялась и сохраняется возможность продолжать взаимодействие, в дистанционном режиме общаться с коллегами, осваивать новые форматы образовательной деятельности. Безусловно, все и педагоги, и методисты отмечают, что такой формат работы способствует повышению цифровой грамотности, культуры потребления цифровой информации, взаимодействия в сети интернет. Но стоит отметить, что переход на дистанционный формат работы стал для нас серьезным испытанием. Пришлось быстро, методом погружения, осваивать новые информационные инструменты, по-новому подходить к отбору необходимого материала, организации взаимодействия с педагогами. Дистанционная работа требует от методистов существенно больше времени на подготовку и больше концентрации в процессе проведения онлайн-мероприятий. В условиях ограничительных мероприятий существенно возросла роль сайта управления образованием. Официальная страница управления образованием в социальной сети ВКонтакте. В новостной странице размещается вся оперативная информация. Резко увеличилось количество обращений, которые поступают через интерактивную вкладку «Вопрос-ответ». В дистанционном режиме проводятся и мероприятия в рамках городских предметных недель. Предметные декады и недели организованы управлением образования с целью предоставления возможности педагогам представить свой накопленный опыт. Но в условиях неблагоприятной эпидобстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, все мероприятия в этом учебном году, по крайней мере в первом полугодии, проходят не так, как планировалось изначально. Педагоги, заведующие школьными библиотеками, проведя мероприятия, размещают методические разработки, дидактические материалы и прочее на официальных сайтах школ. Видеоматериалы дидактические оцениваются педагогами, где можно и прочитать, и посмотреть, одним словом, перенять опыт своих коллег. Все мероприятия муниципального уровня, проводимые с целью выявления и поддержки одаренных детей, также проходят дистанционно, в том числе и в видеоформате и с дистанционным оцениванием. Жизнь заставила нас изменить свою работу, изменить систему взаимодействия с коллегами, изменить свое отношение к тому, что мы привыкли делать, измениться самим. Дистанционное взаимодействие позволяет продолжать и педагогам-стажистам делиться своим опытом с начинающими педагогами. Система наставничества работает, но мы наблюдаем и обратное наставничество, когда молодые педагоги учат своих более опытных коллег использовать интернет-технологии в своей профессиональной деятельности. Конечно, дистанционные форматы мы не считаем идеальными. Даже видеоконференции не заменят живого общения, обсуждения спонтанно возникающих вопросов, идей, но цифровые технологии прочно вошли в нашу жизнь, нашу деятельность
Они создали среду, объединяющую методическое пространство, подарили новые возможности для творческой коммуникации. Вот так кратко я хотела бы вот буквально в нескольких словах рассказать о том опыте, который у нас появился буквально за эти полгода. Спасибо, коллеги. Очень важный опыт, важный, потому что были правильно и вовремя приняты управленческие решения. Конечно, это очень ценно, когда действительно тот инновационный потенциал, который уже существует, он развивается и позволяет действительно задачи оперативного характера успешно решать. Но я хочу сказать, что УСИНСК – это, конечно, и стратег, и очень много. Елена Владимировна, да, можно говорить о проектах еще и стратегических. Поэтому, конечно, благодарна, что в рамках круглого стола вы рассмотрели именно… Галина Владимировна, Анжелика Васильевна, вы меня слышите? Да. А вы нас? Вы нас слышите? Мы вас прекрасно слышим. А вы нас слышали или нет? Слышите? Нет? Ну вот они, дистанционные технологии, цифровые методы. Они, к сожалению, имеют свои плюсы, но и ряд минусов. В том, что иногда цифра нас может и подвести. Например, как сейчас, технические перебои. Итак, коллеги, я еще раз… К сожалению, я не слышу и не вижу своих коллег. А можно отключитесь и послушайте. Можно сказать, отключиться и послушать. Спасибо за внимание. Елена Владимировна, мы вас благодарим. Я хотела еще раз отметить, что УСИНСК действительно еще и стратегический регион, и нам, конечно, очень важно, что именно вы в своем выступлении представили очень важные управленческие решения, которые вы приняли оперативно и которые действительно демонстрируют результаты. Елена Владимировна, я надеюсь, вы слышите сейчас нас. Мы вас хорошо слышали, великолепное выступление. И я думаю, что вот именно такая концепция, которую мы определили от федеральных задач к региональным механизмам управления профессиональным мастерством педагогических работников, представлению опыта уже на уровне муниципальных образований. И мы показали, что действительно каждый муниципалитет имеет свои особенности. Это связано, конечно, с тем потенциалом кадровым, который есть в муниципалитете, с тем инновационным ресурсом и, конечно же, с теми видами управленческих моделей, которые действуют на уровне муниципалитетов. Модели разные, но самое главное, что сегодня результат, который мы демонстрируем, он определяет успешность наших педагогов в муниципалитетах, которые вместе с нами работали на круглом столе. Уважаемые коллеги, это очень важно, поэтому мы надеемся, что материалы, которые вы представите уже в своих публикациях, они позволят нам и в дальнейшем рассматривать ваш опыт, и я надеюсь, что он будет определять и наше дальнейшее сотрудничество. Анжелика Васильевна, вам слово. Мы как раз хотели вам представить наш проект, который как раз в системе инновационного пространства, надеемся, будет занимать очень важное место. Уважаемые коллеги, я тоже рада вас всех видеть. Хочу поблагодарить от себя лично всех спикеров, всех участников нашего сегодняшнего круглого стола, Елену Васильевну Измайлову, Ирину Александровну, Ольгу Александровну, Елену Владимировну. Спасибо за наше тесное сотрудничество, за то, что есть вот такие звездочки, которые могут показывать свой опыт на уровне нашего региона, и участники могут вас послушать и взять себе что-то самое интересное и самое важное. Уважаемые коллеги, я бы хотела вам напомнить о том, что кроме наших республиканских методических объединений, у нас еще есть онлайн-школа методиста. Уже прошло у нас 2 семинара в рамках онлайн-школы методиста. В декабре мы проведем еще один семинар. Пожалуйста, будьте готовы к этому, обязательно примите участие, потому что именно в декабрьском семинаре мы покажем еще более
глубоко опыт работы наших муниципалитетов. Спасибо всем большое. Спасибо, коллеги. Я хочу напомнить, что в системе Padlet вы имеете возможность обозначить свои предложения по работе нашей площадки. Сейчас наши коллеги еще раз в чате, посмотрите, пожалуйста, демонстрируем мы данную систему. Можете зайти, вот сейчас мы продемонстрируем, как можно зайти. Посмотрите, пожалуйста, коллеги. Мы очень просим вас оставить свои предложения именно на интерактивной площадке для того, чтобы мы оперативно могли внести их в резолюцию. Посмотрите, пожалуйста. Итак, мы заходим через систему Padlet, находим нашу площадку «Национальная система профессионального роста педагогических работников», и плюсиком вы обозначаете свое мнение. Это очень важно для формирования резолюции. Я очень надеюсь на вашу профессиональную активность. Итак, коллеги, мы завершаем круглый стол. Действительно, почему он является для нас очень важным? Потому что в какой-то степени, но мы постарались выработать различные экспертные позиции, которые направлены, конечно, на реализацию национальной цели. Создание условий для раскрытия возможностей и предоставление условий для самореализации. В центре нашего внимания, конечно, педагог. И все выступления были этому направлены. Методические службы сегодня – это главный ресурс в единой системе научно-методического сопровождения профессионального сообщества. Поэтому, уважаемые коллеги, я хочу напомнить, что следующая наша площадка – это уже практическая сессия, и мы с большим удовольствием будем работать действительно с командой муниципального образования городского округа Ухта. У нас будет 2 модератора. Наталья Юрьевна Короткова будет являться модератором от Ухты, и наша Светлана Анатольевна Ныркова. Я тоже присоединюсь, поприветствую вас, и мы будем говорить о целевой модели наставничества именно как о важном научно-методическом ресурсе создания нашей единой системы. Поэтому, уважаемые коллеги, мы приглашаем вас в 13:00 не только для рассмотрения, но и для активного обсуждения всех наших задач, которые, я думаю, что мы успешно будем решать. Уважаемые коллеги, всего доброго. Система Padlet сейчас останется для вашей работы. Направляйте предложения. Если вам удобно, можете направлять Анжелике Васильевне на ее электронный адрес. Можно электронный адрес обозначить для того, чтобы тоже оперативно нам получить предложение, коллеги.